Да, рука длиннее. Карты закрепить. Держи, малыш. И захват. Раз. В конце надо 2 шага быстрее сделать. И куда прыгаешь, туда и должен смотреть, не вниз. Когда ты устал и нет больше сил продолжать, и только голос тренера и вера в будущую победу дают тебе силу идти дальше. Ты знаешь, сдаваться нельзя. Какая бы задача перед тобой не стояла, ты сможешь ее решить. И неважно, с каким соперником тебе придется иметь дело, ты сможешь его победить. Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа. Так говорил французский писатель Виктор Гюго больше века назад. Но и сегодня эти слова не теряют свою актуальность. В поисках гармонии и понимания себя человек обращается к спорту. Энергия, собиравшаяся вокруг нас на протяжении столетий, помогает преодолеть брошенный вызов. Все 4 стихии – земля, воздух, огонь, вода – дают свои силы для достижения намеченного. От земли человек берет питательную энергию и живительную влагу. От воздуха – легкость и воздушность. Огонь учит смотреть своим страхом в лицо и перебороть их. Вода обеспечивает плавность. Все это вместе приводит человека к новым свершениям и победам. Крепость тела помогает воспитать и поддерживать крепость духа. Но только физическое воспитание, начавшееся с юного возраста, способно открыть все двери в большой мир спорта. Что скрывается за этими дверями? Ведь они сегодня еще просто пока что перспективные дети. Победы или поражения? К сожалению, я не смогла занять место по личному виду. Слезы радости или горечь неудачи? Это для детей, как Олимпийские игры. Понять это сможет лишь тот, кто не побоится сделать шаг навстречу огромному миру под названием спорт. Наверное, очень актуально провести соревнования, которые соберут спортсменов, именно детей, юношества со всех стран мира. Поэтому мы настроены провести с достоинством и честью игры «Дети Азии» у нас в городе Владивостоке. В Владивостоке стартовали международные спортивные игры «Дети Азии». Сегодня во Владивостоке на играх «Дети Азии» во Владивостоке переносимся во Владивосток. Говорит Дальний Восток. Приморье. Самый южный его регион. Это край муссонов и туманов, грозных штормов и тайфунов. Край солнечных пляжей и лазурного теплого моря. Это горные вершины Сихотэ-Алиня и плодородные долины. Могучие кедры и тысячелетние тисы, пережившие рассветы и закаты сильнейших восточных империй. Это таинственные пещеры и гроты, где, по преданиям, спрятаны пиратские клады и золото белогвардейцев. Это древние легенды народа Удыгэ, рассказанные у костра под звуки бубна и варгана. Это могучий амба, пробирающийся сквозь лианы дикого винограда и лимонника. Хозяин тайги, амурский тигр. Это рассветы и закаты, которыми хочется любоваться, замерев и затаив дыхание. Приморье – это Владивосток. Город, до которого из столицы 9000 километров пути, но который волею судеб стал главными азиатскими воротами нашей страны. Здесь начинается самая длинная железнодорожная магистраль в мире.
Сюда прибывают корабли со всего света. Порты не затихают ни на минуту. Здесь смешиваются культуры, кухни, традиции Европы и Азии. И рождаются свои, неповторимые, уникальные. Владивосток основали сильные духом моряки, исследователи, мечтатели. Мы, их потомки, возводим мосты, заводы и верфи. Строим парки и набережные, потому что считаем, это лучший город Земли. И именно Владивостоку выпала честь стать центром притяжения для юных спортсменов и провести 7-е международные спортивные игры «Дети Азии». Международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся с 1996 года под патронажем Международного олимпийского комитета. Впервые они были организованы в честь столетия современного олимпийского движения по инициативе первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Николаева. Мы все праздновали в 1996 году. В 1996 году исполнилось 100 лет проведения под руководством барона Пьера Кубертена первых олимпийских современных игр. И мы задумались, а почему нам не пробовать свою силу, преподнести подарок всемирному олимпийскому движению. И мы сформулировали концепцию «Детские спортивные игры «Дети Азии». От дружбы в спорте к миру на земле. Именно под таким девизом игры способствуют укреплению мира и дружбы среди детей Азиатско-Тихоокеанского региона, налаживанию новых спортивных связей. Крайние игры же 6 лет назад состоялись. Вот 6 лет назад мир достаточно серьезно изменился, в том числе и в спортивной составляющей. И нам, проводя единственное в России международное мероприятие «Игры Дети Азии», нам необходимо было полностью соответствовать той динамике в мире, в которой развивается спорт. Поэтому мы в целом, я считаю, со своей задачей справились. Тем более это было поручение нашего президента Владимира Владимировича Путина, чтобы мы провели это мероприятие очень достойно. Здесь витает дух здорового образа жизни и пишется история детско-юношеского спорта. Игры детей Азии являются важным средством воспитания нового человека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Как отметил президент Международного олимпийского комитета Жак Раге, эти спортивные состязания послужили прообразом юношеских Олимпийских игр. Дети Азии – это начало побед, и действительно Дети Азии – это как мы позиционируем, и не только мы, в Олимпийский совет Азии. Это как первая ступень именно подготовки олимпийцев, потому что тот возраст и в год проведения, который определен, на следующий год участвует в юношеских азиатских играх. А через год этот же возраст участвует в юношеских олимпийских играх. Это мини-олимпиада, условно мини-олимпиада. Такая, которая создает высокие условия и высокую планку для быта спортсмена. Вот это самое главное. Игры Дети Азии – это большая спортивная семья, объединяющая детей, тренеров, судей с разных стран. По своей сути, игры напоминают взрослые Олимпийские игры. Они дают возможность юным спортсменам Азии встречаться друг с другом на спортивных площадках, познать дух международной дружбы, уважение и терпимость к соперникам. Событие, в котором участвуют дети, это праздник, тем более спорт. И мы видим, что уже в 7-й раз проводятся игры Дети Азии. Они стали традиционными, они являются не только платформой для воспитания чемпионов, но и, наверное, самое главное – объединение людей, воспитание детей, потому что это наше будущее. Как бы это тривиально не звучало, но это наша, конечно, задача сделать это будущее, вернее, настоящее достойным, счастливым, чтобы они чувствовали себя ответственность, а именно здесь воспитывается их ответственность за свою команду, за свои страны, которые они представляют, за коллективы. За последние годы участниками международных спортивных игр «Дети Азии» стали тысячи юных спортсменов из более чем 30 стран Азии.
Вообще Индонезия, Малайзия, они заявились в очень большой команде. Почти 200 человек Индонезия заявила. Вьетнам заявил большое количество людей. Игры уже стали признанной соревновательной площадкой для энергичных, талантливых ребят, приверженцев физической культуры, активного и здорового образа жизни. Именно поэтому тщательные подготовки к такому масштабному мероприятию стартуют задолго до его начала. Так и к 7-м играм, которые прошли с 27 июля по 8 августа 2022 года, начали готовиться еще в ноябре 2021. Наверное, те люди, которые имеют отношение к организации, любой, понимают, что это не только судьи или не только тренеры, это большой такой организм, который должен функционировать. И иногда тебе приходится делать не только вот конкретно свои обязанности, которые у тебя прописаны в должностной инструкции. Бывают разные очень ситуации. На этом мероприятии, конечно, очень много разных историй, очень много и смешных, и более, запомнилась мне одна история, которая произошла совершенно недавно, вот буквально 2 дня назад. Это когда маленькая девочка победила в борьбе, и она плакала от счастья, она бросилась ко мне, и мы обнялись с ней, и я плакала вместе с ней. То есть вот эти эмоции, которые получаешь на таких мероприятиях, они просто непередаваемы. Ход подготовки к мировому событию проверяли губернатор Приморского края Олег Кожемяка и глава Владивостока Константин Шестаков. От имени всех жителей Приморского края приветствую участников и гостей 7-х международных спортивных игр «Дети Азии». Это грандиозное спортивное культурное событие играет огромное значение для всех россиян, для миллионов жителей Азиатско-Тихоокеанского региона. Ведь оно преследует самые благородные цели: развитие детского юношеского спорта, популяризация идеи олимпийского движения, укрепление дружбы между народами. 7-е международные спортивные игры «Дети Азии» объявляю открытыми. Центр Приморья с особым трепетом ждал встречи с юными спортсменами. Организаторы приложили максимум усилий, чтобы игры прошли в комфортных условиях для всех, кто был свидетелем столь масштабного события. Если нам поставят задачу в космос отправиться, там соревнования провести, мы тоже это сделаем. И мы должны во всем показывать, что наша страна может все. С такой командой профессионалов. Ведь сегодня работает над нашим проектом 5000 человек. Это и журналисты, и корреспонденты, и транспортные менеджеры, и водители. Поэтому все мы с вами работаем над тем, чтобы тем детям, которые сюда приехали, было комфортно. Как подчеркнул президент Международного комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов, особое значение имеет спортсмен, который не только стремится к победе, но и ценит культурное наследие, историю и традиции других народов. Это проект, который воспитывает детей именно в части межкультурных отношений. Это проект, который учит дружить с ранних лет, уважать культуру, традиции разных народов. Конечно же, на сегодняшний день это все-таки проект, который многое внес для того, чтобы тысячи и тысячи детей узнали как можно больше, а кто-то вообще впервые о России. Это проект, который многим детям открыл глаза на территорию, огромную страну, которая в большей степени лежит на азиатском континенте, и имеет тысячелетнюю историю и разные народности, культуры. Поэтому как нельзя кстати, проект этот родился именно в России. В том числе для российских детей и тренеров, и гостей «Дети Азии» все-таки показали, что Дальний Восток, он не такой далекий. Именно поэтому организаторы надеялись, что во время 7-х игр участники откроют для себя удивительный мир Дальнего Востока России.
найдут новых друзей и увезут домой массу незабываемых впечатлений. За полгода нам удалось на весь мир показать, на всю мировую спортивную общественность показать, где Владивосток, что это такое, что здесь их ждут и уже любят, даже если еще не встретили, потому что уникальная деревня спортсменов создана, лагерь «Океан». Это уникальное место, которое открыло свои ворота для детей с различных стран. На протяжении 11 дней весь мир смотрел на будущее мирового спорта. Участников 7-х международных спортивных игр «Дети Азии». Они соревновались на 7 объектах города Владивостока. Конечно же, мы уже давно ведем подготовку этих спортивных сооружений. На этапе завершения, приведения в нормативное состояние этих спортивных сооружений. Это и спорткомплекс «Олимпиец», это и концертно-спортивный комплекс «Фетисов-арена», стадион «Динамо», спорткомплекс «Динамо», спорткомплекс «Молодежный», спорткомплекс «Юность», который относится к администрации города Владивостока, где у нас тоже пройдут соревнования. Поэтому высокой степени готовности у нас. Соревнования также проходили на центральной площади Владивостока и в Центре физической культуры и спорта города Артема. А деревня спортсменов расположилась на базе Всероссийского детского центра «Океан». Участники не только проживали и питались в центре, расположенном на берегу Японского моря. Здесь были организованы тренировки и досуг спортсменов, а также знакомство с культурами стран-участниц, уроки русского языка, мастер-классы и другое. В «Океане» создали все условия, чтобы обеспечить участников качественным отдыхом. Здравствуйте все, меня зовут Атоним Даицо, мне 14 лет. Я пришла из Монголии участвовать в соревновании по плаванию. Салам, меники исмы Соня, мен келдем Узбекистанда. Привет, меня зовут Соня, я приехала с Узбекистана. Мне здесь нравится быть в «Океане». У меня здесь появилось очень много друзей, я познакомился со всеми вожатыми. Здесь у меня появилось очень много дружба и там кое-что. Город очень большой, я бы хотела в этом центре «Океан» остаться намного больше. Я не смирилась с мыслью, что мы уже через пару дней уезжаем. Честно, я уже сильно привязалась к вожатым, я привязалась к друзьям. У меня очень много друзей появилось с разных городов, стран. Очень не жалко, что я завтра уезжаю. Я чуть не плакала. Да. Соревнования по-любому для ребят, которые учатся в школе, это знакомство, обмен мнениями, посмотреть, какая школа доминирует в этих странах. И самое главное, что они к нам приехали. Очень важно, что эти страны проявили мужество, не побоялись и к нам приехали. Ни одно серьезное спортивное мероприятие не обходится без традиций. Так и международные спортивные игры «Дети Азии» нельзя представить без эстафеты огня. Впервые огонь, символизирующий чистоту, попытку совершенствования и борьбу за победу, был зажжен во время игр 2004 года в Якутске. Огонь 7-х игр был зажжен 24 июня на территории национального парка Ленские столбы в республике Саха-Якутия. А 30 июня в Большом Камне был дан старт самой масштабной эстафеты огня, протянувшейся на 3500 километров по всему региону. То есть во Владивостоке уже в 4-й раз состоится эстафета, а для муниципальных образований это впервые. И они очень волнуются, они очень переживают, но я думаю, что у нас все мероприятия пройдут на самом высоком организационном уровне. Право зажечь первый факел было передано 4 хранителям огня, которые надежно оберегали пламя на протяжении всей эстафеты. Ведь факелоносцам доверено нести не только огонь,
но и радость гостям и участникам игр, поддерживать атмосферу дружбы и солидарности. Именно поэтому огонь не угасал ни при каких погодных условиях. На территории Приморья огонь перехватили именитые спортсмены и тренеры, спортсмены с ограниченными способностями, активисты, ветераны спорта и школьники, показавшие высокие успехи в учебе, спорте и общественной жизни муниципалитета. Победители и призеры международных соревнований, факелоносцы, пробежали через Русский и Золотой мосты. Завершилась эстафета на центральной площади Владивостока. После негаснущее пламя доставили в концертно-спортивный комплекс «Фетисов-Арена», где на торжественной церемонии открытия игр зажгли символическую чашу огня. – 1355 участников, 13 стран, 8 регионов. Владивосток принял юных спортсменов из Узбекистана, Казахстана, Туркмении, Монголии, Кыргызстана, Армении, Ирана, Индии, Афганистана, Ливана, Пакистана, Таиланда и, конечно же, России. Они боролись за 273 комплекта медалей в 19 видах спорта. Когда сейчас мы сформировали команду на эти игры, я уговаривала некоторых девочек и рассказывала им про эти игры, что вот вы съездите, вы через это пройдите, вы мне потом лучше скажите, что Татьяна Игоревна, ну вот зачем вы нас сюда привезли? Но когда сейчас дети ко мне подошли и раз в 5, наверное, сказали: Татьяна Игоревна, спасибо вам большое, что вы нас уговорили. Я говорю, вы не жалеете, что вы вот еще все лето тренировались и на каникулы не поехали? Они мне очень много слов благодарности сказали. Каждый день игр был наполнен соревнованиями, тренировками и интересными встречами. Желание ребят быть первыми и самыми сильными одержало верх над чувством страха и волнения. Воздух был полон спортивного азарта, атмосферы сплоченности и дружбы. Я занимаюсь легкой атлетикой, я уже занимаюсь 3 года. Мои впечатления, то, что я приехала сюда в океан, в город Владивосток. Город действительно очень красивый. Я первый раз на таких международных соревнованиях и очень рада, что я попала на них. Это мне дало мотивацию больше заниматься. Увидела, насколько бывают сильные соперники. У меня очень много друзей появилось с разных городов, стран. Первым победителем 7-х международных спортивных игр «Дети Азии» стал пловец из команды Сибирского федерального округа Кирилл Василовский. Он стал обладателем первого золота игр на дистанции 100 метров вольным стилем. Самое главное, мы видим, что независимо от национальной принадлежности, вероисповедания, культурных различий, все вместе они играют по одинаковым правилам. Это тоже создает атмосферу единства, такой дружной спортивной семьи. Впервые в рамках игр состоялись соревнования по бадминтону и спортивным танцам – брейкингу. Кроме того, в этом году изменен формат командных видов спорта. Вместо классических футбола и волейбола в программу были включены мини-футбол и пляжный волейбол, а турнир по баскетболу прошел в формате 3 на 3. Сейчас мир меняется немножко от сложных классических олимпийских видов спорта на уличные виды спорта, когда они становятся олимпийскими. То есть все равно мир меняется на усовершенствование. Медальный зачет выиграла команда Сибирского федерального округа. Их спортсмены принесли команде 45 золотых, 38 серебряных и 36 бронзовых наград. На втором месте расположилась команда Узбекистана, а тройку лучших замкнула сборная Москвы. Приморцы на правах хозяев игр выставили сразу 2 сборные. Лучшая из них завоевала 47 медалей и заняла 7-ю строчку турнирной таблицы.
каждый раз с огромным восхищением рассказываю про то, как проходит церемония награждения. Когда детей не просто награждают, их чествуют. То есть на них все смотрят, их приглашают на пьедестал. В честь них звучит гимн России. Ну, может быть, не обязательно России, да, но в честь наших детей звучит гимн России. Гимн твоей страны. Поднимается флаг твоей страны. Следующие международные спортивные летние игры «Дети Азии» в 2024 году возвращаются на историческую родину – в Якутию. На церемонии закрытия игр глава Владивостока Константин Шестаков передал флаг игр «Дети Азии» мэру Якутска Евгению Григорьеву. А уже в следующем году вторые зимние игры «Дети Азии» пройдут в Кузбассе. Скажем так, сердце Сибири – это один из таких новых вызовов для Международного комитета, потому что впервые игры пройдут в 4 городах от одного региона. Но в то же время та программа и те сервисы, которые готовятся, а время на подготовку было больше, я думаю, что они внесут очень многое в развитие зимних видов спорта в Азии, потому что мы все знаем, что даже в мире на Олимпийских играх в разы меньше и видов спорта, и команд, участвующих в зимних видах спорта. Так и закрылась еще одна прекрасная страница летописи мирового спорта. Владивосток навсегда запомнит замечательные игры «Дети Азии», которые впервые прошли в столице Дальнего Востока. «Дети Азии» — это начало ярких побед в большом спорте. И еще один шаг к прекрасному будущему, где царят крепкие, дружеские отношения. Пусть эти игры станут первой ступенью на взрослый пьедестал почета и началом великих свершений.